Вот так через язык танцев изящные горянки и смелые джигиты передают историю и самобытность ингушей. Возможность познать и освоить красоту ингушского танца у этих юношей и девушек во многом появилась благодаря форуму «Машук». Студия народных танцев «Ритмы гор» в столице республики, воплощенная в реальность мечта Рамзана Медова. Этот проект молодой человек успешно защитил в прошлом году на Машуке. Тогда он выиграл грант на сумму 1 миллион и 700 тысяч рублей. Сегодня его детище пользуется большим интересом у молодежи. Школу хореографии посещают представители разных возрастов. Главная цель Рамзана – сохранение традиционного ингушского танца. Благодаря грантовому конкурсу «Машук» я мог реализовать свои мечты. Я мог реализовать свой проект. Мы уже ходим в разных городах, показываем наш танец и проводим мастер-классы по кавказским танцам. И таких ребят, которым Северо-Кавказский форум подарил возможность реализовать свои планы и мечты, очень много. Машук стал одной из самых популярных площадок, объединяющей молодежь всей страны. Он формирует межрегиональные проектные команды, привлекает крупнейших работодателей страны с целью дальнейшего трудоустройства и приглашения на практику участников. В этом году из-за пандемии формат его проведения значительно изменился. Новых знакомств будет гораздо меньше, придется обойтись без жизни в полевых условиях. Однако ничего не помешает защитить свои интересные проекты. Их на Машуке 2020 будут представлять в режиме онлайн. Организаторы от Ингушетии сейчас должны определиться с площадкой, где будет обеспечен бесперебойный интернет для участников. В этом году это одно из главных условий наряду с соблюдением санитарных норм безопасности. Идет выбор локации. Либо все-таки снять бизнес-отель «Магаз», актовые залы их, либо опять на базе Ингушского государственного университета, если они нам его предоставят, либо на базе каких-то других учреждений. 220 активистов из Ингушетии изъявили желание участвовать в 11-м Северо-Кавказском форуме «Машук». Все они уже прошли регистрацию и готовятся к предстоящей защите проектов. Организаторы надеются, что наши ребята и в этом году также смогут отличиться достойными результатами. Ингушетия уже дважды становилась победителем по сумме грантов на молодежном фестивале. Так, в 2019 году при квоте в 240 человек наши активисты защитили проекты на общую сумму 29 миллионов рублей. Тогда свой проект «Отчаянные домохозяйки» защитила и Елена Азиева. Он направлен на социализацию и психологическую помощь молодым мамам в декрете, которые имеют возможность работать только дистанционно. Благодаря ему 20 домохозяек освоили несколько видов онлайн-профессий, а 10 сразу после обучения нашли работу. В течение нескольких месяцев мы обучили этих мам дистанционным профессиям, SMM-менеджмент, ведение бухгалтерии и графический дизайн. А вот эта молодая девушка обучила около 50 человек практическим знаниям по ведению бизнеса, а именно регистрировать общество с ограниченной ответственностью, вести налоговый и бухгалтерский учет, писать типовые бизнес-планы и работать с контрагентами. Проект Луизы Саутиевой «Бизнес-школа Акселератор» направлен на повышение уровня знаний студентов СУЗов и вузов в бизнес-сфере. Это та площадка, которая помогла и изменила мою жизнь. Еще один машуковец Адам Галаев, благодаря выигранному гранту его проект «Город мастеров» смог объединить более 100 ремесленников Ингушетии на одной площадке. Теперь в планах автора сделать городок мастеров узнаваемым брендом республики. До начала остается чуть меньше 2 недель. Машук 2020 состоится с 10 по 26 августа. Он организован в 3 смены: глобальные вызовы, национальный код и мастерская сообществ. Максимальная сумма гранта в этом году составит около 300 тысяч рублей. Диана Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24.